На семи ветрах, на семи холмах я нашел себя, но потерял тебя. Только одна цель, Эрец Исраэль, только один гимн, Иерусалим. Следующая тема. Наш замечательный гроссмейстер, как известно, Борис Гельфанд, не смог победить в матче на первенстве мира, но проявил себя прекрасно, сыграл замечательный матч. Израиль доволен. И не все в Израиле выяснилось довольны, хотя, собственно, довольны все. Налоговое управление тоже довольно. Налоговое управление нацелилось на деньги Бориса Гельфанда и считает, что им принадлежат 48% от его призового фонда. Но так считают далеко не все. В частности, депутат Алекс Миллер так не считает. Он намерен спасти деньги Бориса Гельфанда для самого Бориса Гельфанда. На связи с нашей студией депутат Кнессета от партии НДИ Алекс Миллер. Здравствуйте, господин Миллер. Добрый вечер. Алекс, скажите, пожалуйста, как вы собираетесь помочь Борису Гельфанду не потерять 48% от его призового фонда? Ну, начнем с того, что происходит какой-то абсурд. С точки зрения того, что, как мы все прекрасно знаем, насколько мало государство Израиль вкладывает сегодня в спорт с точки зрения финансовой. И когда уже есть достижения на национальном уровне, то наши спортсмены должны отдавать практически половину того приза, который они получают за свои достижения государству. Я думаю, что государство не должно зарабатывать финансово со своих национальных героев, национальных спортсменов, а должно зарабатывать общественно. Поэтому мой законопроект, который я подал сегодня, освобождает от налога финансовые призы, которые получают наши спортсмены, когда завоевывают такие высокие места на соревнованиях международном уровне. Ну, тогда вам придется добавить к этому списку, очевидно, наших музыкантов, получающих призы, наших актеров, получающих призы на различных фестивалях. Все это не подорвет нашу налоговую систему? Еще раз, я думаю, что мы сможем пропорционально разделить сферы, которые связаны, и достижения, которые имеют общее израильское национальное достижение с теми видами сфер, которые, может быть, являются частью заработка тех или иных, если же речь идет о культуре или о спорте. Если речь идет о том, что спортсмены достигают класса международного, или же, может быть, это и музыканты, или работники каких-то других сфер, когда мы знаем, что здесь идет речь о том, что поднимаются наши представители государства и граждане государства Израиль на международный уровень и представляют государство, то я думаю, что именно вот в этих сферах можно освободить от налога. Конечно же, когда это все переходит в то, что это является ежемесячной зарплатой, то налоги, они для всех одинаковые, и все мы равны перед законом, но когда речь идет о достижениях и вкладах в свое развитие как спортсменов, почти за свой счет, как мы видели это в основном во всех достижениях наших спортсменов, то я думаю, что государство не должно зарабатывать финансово на достижениях своих национальных граждан, а должно зарабатывать больше общественно, поэтому вкладывать в это должны намного больше. И должен быть какой-то пропорционал между вложениями спортсменов и, конечно же, в конце концов, с теми достижениями, которые они приносят.